Очень красивый визуальный элемент на 2000 рублей. Это изображение, стилизованное изображение моста на фоне солнца. И вот этот вот круг, он немножко меняет свое местоположение в зависимости от наклона банкноты. Несколько степеней защиты и нити голограммы, тактильные и визуальные элементы. Купюру 200 и 2000 рублей банкноты нового поколения как в дизайне, так и в технологиях. По словам специалистов, срок службы в 1,5 раза дольше. К примеру, 200-рублевые банкноты, как самые ходовые, пропитаны полимером. На банкнотах также имеется QR-код, по которому можно получить всю информацию о конкретной купюре. Все это, чтобы пресечь появление подделок. Когда выпускаются новые банкноты в обращение, то, конечно, Банк России и Госзнак совместно, они думают над тем, какие бы новые признаки и защитные элементы заложить в новые купюры, чтобы они были более неподделываемые и более узнаваемые для населения. И работа эта длится очень долго. Дизайн купюр тоже необычный и яркий. Это должно помочь людям с ослабленным зрением. Лицевая сторона 200-рублевой банкноты украшена памятником затопленным кораблям в Севастополе. На ее обороте вид на колонны Херсонеса Таврического. На 2000-й банкноте мост на остров Русский во Владивостоке и космодром Восточный. Эти символы победили во всенародном голосовании, в котором приняли участие 3 миллиона человек. Использование купюр других номиналов будет сокращаться. На наш взгляд, скорее будет сокращаться использование номиналов 100 рублей и 1000 рублей. Но это будет зависеть от того, еще раз, как будут востребованы эти купюры людьми. Мы специально сами не принимаем решение сократить выпуск в оборот тот или иной номинал. Мы смотрим, как люди пользуются этим. На наш взгляд, люди будут пользоваться этими номиналами, потому что это удобно. Пока подержать в руках настоящие новые банкноты посетителям банка не удалось. До регионов они не дошли, но поступят в декабре. Впрочем, гостям было на что посмотреть. Особый интерес вызвала демонстрация счетно-сортировальной и монетно-счетной машин. Последняя может за 1,5 минуты посчитать 1000 монет. А это не только отсчитывает купюры, деля их на пачки, но и отделяет те, что уже непригодны. Здесь же выставка фальшивых банкнот. Гостям предложили определить настоящие и поддельные купюры. Для будущих экономистов лекции, личный финансовый план, инфляция. Эти студенты уже давно на «ты» с деньгами. Какого вида бывает инфляция? 3 видов бывает инфляция. Подавленная, Так, открытая. так, у вас, наверное, какие-то новые, да, данные? Хорошо. Умеренно до 10% в год. Ползучая. Да, галопирующая от 10 до 100% в год. И гиперинфляция. Все правильно. Мне понравилось. Такие мероприятия очень нужны для повышения финансовой грамотности населения, для того, чтобы люди поняли, как распределять свои доходы и не оказались в какой-либо долговой яме. Знакомство с миром денег продолжилось и на площадке перед зданием банка. Здесь разместили бронированный инкассаторский автомобиль. Школьники и студенты сразу выстроились в очередь. Посидеть за рулем и примерить бронежилет удается не каждый день. Константин Куратов, Таисия Жакова, Павел Люленмин, телеканал Юрган, Сыктывкар.